Маждала сам вернулась. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, чайник у меня посвистывает. Так, сегодня свои дела уже все сделала. В городе Магасе была, приехала. Хотела сегодня в клинику поехать, но не получилось. На днях должна обязательно туда тоже подойти. Приехала. Вчерашняя курочка у нас еще оставалась. Все-таки чайник свистит, надо вообще выключить. Покормила всех, сама поела. Поела сама не по меню. Ну, как раз благо дело, домашняя курочка. Отварную мне можно было с овощами. Убрала посуду, прибрала везде. Хотела уже, если честно, отдыхать, но Танзила пишет: мама, заказ. И как раз, когда ехала домой, заскочила на рынок и купила мясо. Я думала, только завтра буду с этим мясом разделывать его и что-то делать. Но заказ есть заказ. Так, не получается тебе убрать? Ибрагим вот сказал, чтобы он не убрал, чтобы не это самое, как его, не булькало мои сообщения. Мне старший сын купил телефон. Ну, не для съемок, а такой телефон. Так, вот, купила мясо, помыла его. Такое хорошенькое мясо. Каспер, ну, сейчас у тебя будут обрезки, будь спокоен. Положила в друшлаг, все уже стекло. Теперь я буду его нарезать, пропускать через мясорубку. Но немножечко, понемножку буду вам снимать, чтобы быть на связи с вами, чтобы вы знали, чем я занимаюсь. Потому что я понимаю, вам, девочкам, нравится, когда я каждый день выхожу на связь, показываю, что делаю. Хотя одно и то же не всегда мне хочется снимать, но. Вы же говорите, что снимай. Вот сегодня я выпустила ролик, где показала, что утром перед тем, как поехать по своим делам, я свои заморозки вам показала и выпустила этот ролик. Но был один комментарий: зачем вы тратите наше время? Вроде бы, не знаю, 60 тысяч подписчиков, говорит, у вас, и показываете, в принципе, ерунду, что запаковываете какие-то полуфабрикаты. Ну, я не знаю, я не думала, что это неправильно. Я показываю, когда могу, какой-то кусочек своего дня. Да? Вот у меня было утро, я тем более похвасталась, показала, что сколько я сделала заморозок. И показала. Ну ничего, каждого, как вы мне говорите, каждый говорит же свое, да, ничего страшного. Но я буду показывать, что я могу, что я умею, что я делаю. Мой день. Я понимаю, что многим это интересно. Что же я сегодня делала? Вот, то, что я сегодня сделала утром, кусочек я вам показала. Потом сказала, где была. А сейчас мы с вами будем дальше. Немножечко поработаем вместе. Так, друзья. Ибрагим наточил мне нож. Ма, скажи, что этот арахис не нужен был. Почему он не нужен был? Потому что я его уже съел. Ну, ешь, если даже и нужен был, что его... Ибрагим, ты иногда такие вещи говоришь. Он нужен был, чтобы его кто-то поел. Ну, так... я имею в виду для тебя. Да, ничего страшного. Диеты. Не, ничего, у меня есть еще и арахис, и фундук. Где? И миндаль. Где? Фундук, вот ты сейчас тумбочку откроешь там. Нет, арахис где? Так, арахис. Так, друзья, извините. Ой, к сожалению, арахиса нет. Есть миндаль, есть кешью, есть тыквенные семечки, что хочешь. Именно только арахис хотел, на. Ну, к сожалению. Так, это лирическое отступление, друзья, простите меня. Так, я специально показываю мясо, если что, чтобы кто-то понял, почему и как. Дело в том, что, вы все уже прекрасно знаете, что я занимаюсь полуфабрикатами. У меня в подписках мои клиенты. И добавляются клиенты за счет того, что я показываю на YouTube. Я не веду страничку в Инстаграме, как обычно, как другие люди ведут. У меня YouTube. И посредством моего канала тоже каким-то образом я набираю себе клиентов.
Поэтому вот это уточнение к тому, что я утром показала, почему, вот, типа, да, вот ради чего. Ради того, чтобы люди увидели, что вот делаются полуфабрикаты. Вот поэтому я и показываю. И сейчас показываю мясо, потому что, чтобы действительно люди увидели, что я покупаю мясо, не фарш какой-то, в котором неизвестно, что замешано, как перекручено, что сделано, что я его покупаю, вот, что я его мою, чищу, обрезаю, сама же его пропускаю через мясорубку. Вот, обычно я покупаю, как я, ну, кто со мной давно знает, покупаю вырезку с шеи. Но сегодня я с шеи не получилось у меня как бы вот мясо, бедро, как оно называется, сляжки, короче говоря, я не знаю название этих частей. Ну, вот такое мясо, да. И, во-первых, я не покупаю жирное мясо, друзья. Вот. Вот такое хорошенькое мясо. Не покупаю жирное, потому что я добавляю жир. Так мне выгодно. Так, тут я тебя сейчас заложу. У Ибрагима тут ночной жор. Решил себе яичницу пожарить. Выключает мой телефон, чтобы не было шумно, как шипит сковорода. Так, быстро убрал за собой. Быстро. Это вопрос или утверждение? Сейчас утверждение будет по одному месту. Я прибралась, убралась, а ты мне везде сейчас нагадишь. Так, это кусок я себе для правильного питания. Вон, возьми в кулечек, положи в мясорубку. Ой, мясорубку говорю, в морозилку. Видите, вот мама уже настолько проголодалась, что уже сразу мясорубку, котлеты будешь делать. Нет, я не проголодалась, я уже поужинала. Так, ну все, мясо нарезала. Красивое очень мясо получилось. Люблю, когда вот так вот попадается хороший кусок без жира. Вот видите, поел за собой тарелку не убрал. Вот как его не поругать, а? Все, теперь будем пропускать через мясорубку. Ну вот, друзья, с мясом я справилась. Значит, у меня тут получилось 8 килограмм фарша. Ну, кусочек я отложила для своего рецепта. Так, эти 2 килограмма я сегодня использую. Это для манты, это для пельменей. Сейчас быстро почищу лук. Для мант кубиком нужно нарезать, а для пельменей пропустить через мясорубку, пока мясорубка у меня еще грязная. Помыла всю посуду за собой, убрала. Теперь это в морозилочку. Ну и дальше. Так, друзья, для пельменей лук перекрутила. Теперь я быстро приготовлю. Пусть стоит, да? Мы в холодильник поставим. Так, мне нужно добавить туда еще жир. Видите, вы, если кто-то, кто со мной давно помнит, что я жир положила в разных кулечках по 250, по 300 грамм и по 150 грамм. В пельмени я добавляю 150 грамм жира, а в манты 250-300. Так, черный перец и красный перец. Так.
И просили делать не очень соленые. Я не знаю, как сейчас как посолить, если честно. Наверное, где-то чайную ложку соли я добавлю. Все, и перемешаю. И пусть стоит. Так, лука у меня тут 500 грамм на килограмм фарша. Воду сюда я не добавляю, друзья. Лук такой жгучий. Кто-то добавляет воду. Воду добавляет, немножко ставит в морозилку, чтобы прихватилось. Но я не знаю, я что-то в пельмени не добавляю воду. Все, это сейчас холодильник, а для мант будем резать руками. Так, а теперь вот так вот нарежем лук. Кубиком, мелким кубиком, друзья. Для, видите, вот так вот. Для манты. В манты я добавляю килограмм лука. На килограмм фарша килограмм лука. Так, сейчас читала комментарии, там один интересный комментарий, на который можно будет ответить. И я, наверное, вот когда буду лепить манты, тогда буду отвечать. Вообще у меня же еще свадебный ролик с вопросами стоит. Еще никак я не дойду до него и не буду на него отвечать. Но сегодня вот под сегодняшним роликом был такой вопрос, я его озвучу чуть попозже. Ну, вот так вот сейчас быстро нарежу. Так, ну вот, друзья, лук я нарезала. Сейчас немножко его помну. Вот так вот добавила соль. Ну, обычно я добавляю на килограмм фарша для мант 33 грамма соли. Сегодня добавила 30, потому что было сказано, чтобы соли было не так много, да, ну, не знаю, меньше добавить как-то я даже и они будут пресные и невкусные, наверное. Все, и теперь добавим жир. Вот сюда уже, видите, побольше жира. Здесь уже 250 грамм жира. Я специально покупаю жир. Или иногда мясники и отдают бесплатно, но этот жир у меня куплен даже по 70 рублей килограмм. Перекручиваю его и порционно кладу в холодильник, вернее в морозильник. Так, сейчас перец добавим. Вот не умею я ложками добавлять перец, если честно. Ну, красный на кончике ложки, а черный такой без горки чайную ложку. Так, и надо добавить воду. Две вот таких вот чашки воды. Чтобы манты были сочными. И все, теперь тщательно перемешаем. И тоже пока поставлю в холодильник, чтобы пока у меня будет замешиваться тесто, тоже немножко все вкусы переженятся. Может быть, даже сейчас прикрою крышкой и на улицу поставлю. У нас на улице холодно.
теперь, мои дорогие, мы поставим нашу машинку работать. Так, я смажу маслом на агрегат. Так, видно? Видите, вот так вот. Это тестомес мой. Помощник. Много вопросов, очень много вопросов, друзья, у меня про эти тестомесы, и про тестомес, и про тестораскатку. У меня есть ролик «Мои помощники». Там есть номера телефонов, где я купила, где можно купить. Есть на сайтах. Вот меня подруга моя купила на сайте. Сайты я отправляю. Очень много, друзья, в личку люди выходят, поэтому... Вот именно из-за тестомеса в личку выходит. Много-много людей пишут мне в личку, приходится отвечать, конечно. Я этому рада, меня наоборот не огорчает. Но вот так вот. Так, теперь, что я хотела? Я даже забыла, что хотела. Что-то хотела сказать, но забыла. Сейчас я сначала 1,5 килограмма сюда закину, а тесто у меня на 2 килограмма муки. Ну, мое тесто все уже знают. Несколько минут закрытой крышкой, а потом нужно открыть крышку, и чтобы домесилось закрытой крышкой. Так, вот теперь тесто будет домешиваться уже само. Ну, почти готово. Ну вот и наше тесто готово, друзья. Выключаем нашу машинку. Сейчас. И вот так вот вынем тесто. Действительно, это помощница. Я даже не знаю, как я раньше и замешивала тесто, как я раскатывала его без этих помощников. По идее, если даже не на продажу делают, то эти машины купить, по-моему, стоит. И не так уж дорого. Тестораскатка вот я купила за 11 тысяч, друзья. Это совсем недорого. Тем более, кто часто делает и пельмени, и вареники, и манты. Это для них, конечно, нужная штука. Ну, а также и тестораскатывающая машина. Вот видите, вообще-то, вот знаете, очень много людей купило их. Вот именно там, где я покупала. Причем я делала рекламу бесплатно. Всем троим. Ну, 3 адреса я оставила. Ничего я с этого не имею. Просто из-за того, что мои подписчицы очень заинтересовались этим, хотели. Я ради них выставила там номера. А
вообще это все пошло благодаря моей подписчице Ине. Вот представляете, друзья, вот насколько вот один человек может помочь, не задумываясь, многим-многим людям. Вот она мне подарила тестораскатку, чуть попозже я ее покажу, тестораскатку. Я ее показала, да. Очень много людей заинтересовалось, начали себе покупать, начали заниматься вот такими вот этими продажами полуфабрикатов, заинтересовались. И благодаря тому, что вот они увидели, облегчили свой труд, это же тоже вот насколько вот для Инночки плюс, которая мне подарила тестораскатку. В принципе, и ей, и мне, и всем, наверное, вот так вот нам зачтется за то, что хотя бы вот таким образом мы помогли, да, облегчить труд людей. Вот. Пускай всем, кто делает добро людям, будет во благо. Так что... Вот так вот. И действительно, друзья, мне очень... Сказать уже могу, что даже очень много. Вышли в личку женщины, которые посмотрели. Я не, ну, как бы вам сказать, не хвастаюсь, а вообще вот констатирую факт, что многие женщины мне начали писать, что вот благодаря мне, посмотрев меня, они начали свое дело. Так, видите? Оно сейчас пока немножко такое крутое. Но я его сейчас не буду ни замешивать, ни перемешивать. Все положу в кулек, полежит. И оно будет очень даже хорошее. Эластичное и удобное тесто. И я тоже очень рада этому. Спрашивают расценки, спрашивают, как добавить, что сделать. Я как могу, так отвечаю, что я знаю, я всем отвечаю. Помогаю, как могу. И пусть будет это всем во благо. Пусть работает, пусть зарабатывает. Так вот. Все. Пока эту машинку уберем. Так, мои дорогие, пока у меня тесто отдыхало, видите, оно теперь уже мягкое. Я налепила лоток пельменей, 2 слоя. У меня было просто тесто вчерашнее. Я из него долепила. Сейчас посмотрим, сколько у меня здесь их. Кило 585 уже. Ну, почти заказ я уже закончила, можно сказать, пельмени. Но я все-таки долеплю из всего мяса. Я заказ 2 килограмм пельменей на завтра и 4 килограмма мант. Мне еще и тот заказ нужно добить. Вот тесто полежало, отдохнуло. Да, его можно разделить на 2 части и месить так. Но его сейчас просто не надо долго месить. Просто немножко вот так вот. Все, оно готово. Вот так, в принципе, да, можно вот. Пусть будет так. Разрезать на 2 куска. Еще легче будет рукам. И сегодня в комментариях я читаю много, между прочим, что пишут, что понравилось тесто, что они готовят на этом тесте, что им родным, их родным понравилось. И это пельменное тесто, ну, пельмены, я вообще его универсальным называю. И тесто на кефире тоже. Видите, оно и не очень такое крутое, но и, конечно, не мягкое. Тем более, когда тестораскатка, то слишком мягкое тесто. Тестораскаткой раскатывать сложно, друзья. Это тесто прекрасно ведет себя в заморозке. Я имею в виду просто само тесто. Так, сейчас кусочек отрежем.
Самое главное, я не умею сидя лепить, понимаете, ни пельмени, ни вареники. С трудом пересилила себя, присела. Так, и вот, друзья, вот так вот я разминаю тесто. Вот оно. Руками, без скалки, без ничего. Ставлю на самую первую скорость, можно сказать, диаметр. Вот, пропустила. И теперь ставлю на более тонкую. Так, ну вот. И теперь вырезаю кружочки. Вот так вот. Так, ну вот мои дорогие. Я так понемножечку делаю, чтобы... Так, как я сказала, сидя я не умею. Может быть, присяду, ну посмотрим. Вряд ли. Сейчас я хочу ответить на один вопрос, который я вам чуть-чуть пораньше говорила. Не обязательно сюда класть пленочку, но я все-таки кладу на всякий пожар. Все равно потом в этот же кулечек и перекладываю. Так, сейчас прочитаю. Донская казачка написала мне комментарий. Сейчас я вам прочту его, а потом будем лепить. Лейла, добрый вечер. Тебя интересно слушать. Расскажи, что у вас подают на свадьбах и как. Какие блюда по очередности и сколько блюд всего должно быть на свадьбах? Я не поняла, бир у вас подают порционно и как бульон подают? Рассказывай сначала за свадьбу. Мне ваше тесто очень нравится. Я тоже делаю, как вы, без яиц. И сестру научила. Здоровья вашей семье. Спасибо. Так, значит, сейчас начнем. Сейчас. Вытрем руки. Все-таки садиться не буду. Буду стоя. Так, что подают у нас, сколько блюд должно быть, да? Ну, у нас как такового нет, друзья, вот именно сколько должно быть блюд. Как я сказала в этом ролике, у нас обязательно, вообще-то присяду, просто единственное, что обязательно должно быть вареное мясо. Именно вареное мясо, или баранина, или говядина, ну, в большинстве случаев и то, и другое. Оно должно подаваться в горячем виде. Бир, вот это вот картофельная подлива, бир ингушская, подается порционно, да, каждому человеку по пиалочке, да, если нужно, подливают, подходят обслуживающие девочки, женщин обслуживают женщины, ну, обычно молодые девочки или молодые невесты обслуживают столы. Парней обслуживают, ну, мужчин обслуживают парни. Потому что у нас мужчины бывают, сидят отдельно от женщин, даже в разных комнатах. У нас не положено в одной комнате сидеть на свадьбах мужчинам и женщинам. Но это не значит, друзья, что родственники, мужчины и женщины, ну, не на свадьбах, то могут сидеть вместе. Да и на свадьбе могут, но уже когда, знаете, разойдутся гости основные, когда уже вот родственники остаются, более близкие родственники, они могут сидеть и вместе с женщинами в одной комнате, за одним столом. Но это уже свои близкие родные, там двоюродные братья, троюродные братья, сестры. Вот такие вот они сидят за одним столом, если, конечно, среди них нет там, ну, пожилых мужчин, да, стариков, пожилых мужчин, старейших. Так, насчет бир сказала, блюда сказала. Вот очередность такая, что, в принципе, у нас же свадебные столы полностью бывают уже накрыты, когда идет свадьба, их же все бывает поставлено заранее. Вот кроме
кроме мяса и кроме бир и бульона. Бульон тоже приносится в отдельных пиалках. Ну, кто хочет просто бульон, пьет без бир, а кто и бир ест, и потом и бульончик просит. Так что вот так вот. Вот единственное, что у нас должно быть, это горячее блюдо, именно мясо. Вот. Если, например, сватья первый раз пришли, да, вот, или дочки, свекровь со свекрухой, или сына, теща с тестем, для них, конечно, обязательно должно быть баранина, баранье мясо, должен быть курдюк. Раньше еще голову ставили, но сейчас перестали голову ставить. Отдельно подается курдюк с грудкой, тоже вареная. Его сразу на стол не ставят, его с горячим мясом тоже не приносят. Вот когда немножко там поедят, потрапезничают, уже когда вы понимаете, что идет к завершению, ну, не совсем к завершению, но уже вот начали, уже потом подносят вот этот курдюк и грудку. Ну и обслуживающая девочка нарезает этот курдюк на порционные кусочки и каждому человеку в тарелку накладывает их. Но в основном все равно, в принципе, да, говорят, его надо есть. По кусочку все равно едят. Ну, конечно, некоторые и отказываются, не едят курдюк. А так на столах все, кто на что гораст, кто что хочет, и сладости, и все, что там из фарша, это по предпочтению хозяев. Не обязательно, чтобы там что-то было. Как я сказала, обязательно только мясо. И особенно нужно следить за тем, чтобы и наша подлива, бир, и бульон были горячими. И также обязательно приносится потом уже, когда убирается мясное, сладкое, что же за этом же столе стоит, уже обязательно приносит чай. Чай тоже должен быть горячим. Так. Все, по-моему. Ответила я на этот вопрос, друзья. Вот так вот. Так, на днях мне надо поехать к сестре, друзья, что-то она снова себя чувствует неважно. На эти 2 дня я не могу. Скорее всего, мне поеду в понедельник, наверное. Не знаю. Что-то никак эта болячка ее не отпускает. Посмотрим. Сын сегодня говорил, племянник мой, что, может быть, даже вот хочет ее, по-моему, в Ставрополь повезти. В тот раз, когда она там лежала, ей помогло. Так что вот так вот. Хотела сегодня себе приготовить ужин уже на завтра, потому что я завтра опять утром поеду. И обед мне надо было бы приготовить, чтобы забрать с собой, а то там, куда мы едем по делам, того, что я могу поесть, не бывает. Ну, посмотрим, может быть, я пораньше с утра встану и приготовлю себе и обед, и завтрак. И обед с собой в контейнере заберу. Так, вот так вот, друзья. Ну все, пока отключусь. То ролик будет слишком длинным. Ну вот, мои дорогие. Теперь я уже и почти все манты долепила. Осталось немножко только. Не стала включать камеру. Почти весь заказ выполнен.
Так, некоторые вопросы бывают, почему вы делаете такие манты, почему круглые, почему не квадратные, ну, из квадратиков не лепите, там, из-за обрезков. Ну, в моих вот роликах, где у меня идут манты, и да в нижних роликах, все-таки бывают комментарии такие. Они же в творческую студию у меня приходят, и я вижу комментарии в любом ролике. Поэтому, друзья, нам нравится эта форма. Вот, и я не знаю, я уже даже не могу на эти квадратики вырезать и делать из них манты. Во-первых, они как-то красивее, мне кажется. И манта, как видите, немножко пышнее получается. Дело в том, что я этой форме научилась у нас в кафе, когда работала. Видите? Все-таки, когда в общепите что-то, ну, специально делается, много чего специально делается. Ну вот смотрите, вот она. Если бы она была квадратная, она была немножко бы поуже и меньше, эта мантушка, да? И казалось бы, ну, обозрение, что ли, как-то, да, вот что она положить в тарелку. Кажется, что вот если даже там, например, в одной порции 6 штук, а положишь этих 6 штук, тарелка как будто бы побольше. А положишь 6 штук поменьше, которые все-таки уже не то, да? Вот, типа визуально получается больше. Вот. Мне-то, в принципе, по весу без разницы. Я же взвешиваю их, по весу продаю. Что меньше лепить, что больше лепить. Вот. Как-то так, друзья. Не знаю. Привыкла, нравится. И лепим. Танзила потом от меня научилась их лепить. Но Танзила сейчас не делает полуфабрикаты. Ну, кто со мной недавно, Танзила — это моя дочь старшая. Она тоже занимается приготовлением еды, но не полуфабрикатах. Ну, в принципе, она и полуфабрикаты готовит, но только не пельмени, манты и вареники, потому что у нее нет тестораскатывающей машинки, нет тестомеса, и она не может так, не хочет, вернее, даже заниматься с тестом. Она готовит голубцы, тефтели, перчики, рулеты, котлеты в замороженном виде. Ну и готовит готовую продукцию. Так, дорогие мои, у нас снова утро. И вот мне нужно отправлять свои полуфабрикаты, которые я вчера с вами лепила. И мы их сейчас будем отправлять. Так, один лоток, по-моему, там в комнате. Сейчас перчатки одену, друзья. Снова отправлю заказ. И снова мне надо ехать. Целый день опять меня не будет дома. А к вечеру надо будет еще, наверное, сделать заказ, друзья. Ну, короче, вот так вот.
Сейчас, наверное, уже... А то опять скажут, что шуршала пакетами или еще что-то. Короче, вот видите, вот такие вот получаются. Вот форма какая получается. Вот 3. Один лоток там в доме у меня. Здесь чуть больше килограмма. А тут меньше. 75. Я сейчас запакую, короче, друзья, в кульки. И подключусь, наверное, действительно не буду шуршать, не буду тянуть ролики. Так, по-моему, получается длинный. Вот как-то так. Вместе с вами налепили мы полуфабрикаты. Сейчас я сначала запакую, а потом включусь. Так, ну вот, друзья. 4 килограмма мант. Как раз у меня был заказ 4 килограмма мант. И 2 килограмма пельменей. Но пельмени немножко побольше. Потому что, вот видите, 4 килограмма 460 грамм. Сюда я налепила. И вот сколько пельменей. Сейчас посмотрим. 3,05. 3 килограмма 455 грамм. Пельменей. Ну, 2 килограмма, короче, нужно для заказа. Вот эти 2 килограмма и 4 килограмма мант уедут по заказу. Если что, друзья, заказывайте. Вы сами видели, что и как. Я на ваших глазах лепила их. Ну, я говорю тем, кто живет в Ингушетии, конечно. Если вы будете заказывать, для меня это подспорье. Если вы где-то покупаете в другом месте, попробуйте, закажите, может вам понравятся мои. При большом заказе может быть бесплатная доставка. Ну вот как-то так. Я решила у себя на канале тоже сделать рекламу, да, сама себе. Ну все, друзья, я пошутила. А вообще-то, в принципе, заказывайте, если кто-то в Ингушетии живет, покупает, заказывайте, я с удовольствием для вас приготовлю. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Мяш дахуч.